Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Месяц Рамазан, благословенный месяц, и он подошел к концу. Каждый мусульманин в конце месяца Рамазан радуется и празднует. Некоторые могут подумать, конечно, мусульмане, скорее всего, празднуют и радуются, что наконец-то можно кушать. Но нет. Радость мусульман заключается в том, что они понимают, что месяц Рамазан провели они в поклонениях, в посте, в богоугодных деяниях, и Аллах Тааля непременно, иншаллах, воздаст им. Как говорится в хадисе пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, каждый работодатель оплачивает труд своих работников. И Всевышний Аллах Тааля точно так же будет воздавать несметными благами, то есть будет отплачивать нам за наши благие деяния под конец месяца. Иншаллах, пусть вознаграждение за каждое благое дело, за каждую молитву, за каждый пост будут, Аллах, каждого из нас радовать. И в одном хадисе пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, как раз и говорит, что у каждого постящегося есть две радости. Одна радость, когда он начинает разговляться от длинного дня поста, когда он, возможно, очень сильно хотел пить, хотел есть. Он начинает с финика и запивает водой. В этот момент от радости иногда трясутся руки, каждый орган нашего тела просто ликует от счастья. Но вторая радость, она еще больше. Радость от того, что наши благие деяния, иншаллах, будут приняты, и Аллах Тааля воздаст нам это вознаграждение, воздаст несметными своими благами. И вот эта вторая радость, она будет уже по окончанию нашей земной жизни, в судный день мы будем видеть итог наших деяний. Под конец месяца Рамазан есть праздник Аид-уль-Фитр. Многие люди недооценивают этот праздник. Это один из великих праздников. И ночь перед праздником Аид-уль-Фитр, праздником Ураза-Байрам, как татары называют, эта ночь одна из 5 священных ночей. И в эту ночь Аллах особо внимателен к нашим просьбам, к нашим молитвам. И не упустите эту возможность. Проведите эту ночь также в поклонении, в делах и поклонениях, которые будут нас приближать к довольству Всевышнего Аллаха Тааля. А также не забудьте взять гусль перед аид-намазом, подготовить одежду чистую, возможно, новую одежду, и с зикрами, поминаниями Всевышнего, восхвалениями Всевышнего Аллаха Тааля направиться на утреннюю молитву в мечеть и также посетить праздничную молитву. Это очень благостное событие. После праздничного намаза каждый из нас может увеличить свою жизнь, продолжительность жизни. В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: если хотите, чтобы ваша жизнь была долгой и счастливой, то поддерживайте родственные связи. Как раз в день праздника мы можем как можно больше уделить внимание нашим близким, родственникам, друзьям, знакомым и принести какие-то подарки, раздать друг другу подарки и таким образом увеличить нашу связь, как духовную, так и связь дружескую или родственную связь. Это уникальная возможность. Тоже не упустите этот уникальный шанс, который нам дал Всевышний Аллах Тааля. И очень важно не забыть до праздничной молитвы, до намаза в праздничный день успеть дать садакатуль-фитр, или по-другому его называют закатуль-фитр. Как в одном из хадисов говорится, когда человек постился целый месяц, его пост, его благие деяния, они будут подвешены между небом и землей. И когда человек искренне от всего сердца даст от себя садака неимущим, бедным, нуждающимся, сиротам, и тем самым порадует их, то эти благие деяния, которые были подвешены, они
устремятся к довольству Творца, они будут приняты Творцом, иншаллах. Будут очищены от каких-то недочетов, от, например, ругани, от порой нехватки какой-то искренности где-то. Аллах Тааля очистит от малых недочетов, и наш пост, он станет еще более радостным, он будет еще более благостным, который будет радовать нас, иншаллах, как в этом мире своими итогами, так и в следующем мире, в вечном мире, своими воздаяниями от Всевышнего Аллаха Тааля, иншаллах. Пусть Аллах Тааля примет наши благие деяния, и пусть Всевышний одарит нас благами как этого мира, так и следующего, иншаллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.